Чемпионы Усинской футбольной лиги вернулись из Москвы. Для победителей 4-го сезона благотворительного проекта «Лукойл Коми» организаторы приготовили увлекательную культурную программу. Выставки, музеи, экскурсии по Москве и, главное, для юных футболистов – билеты на домашний матч «Спартака». Алексей Корчма продолжит. 4-й сезон благотворительного проекта «Лукойл Коми» собрал команды всех городских и сельских школ Усинска. В 2 группах мальчишки разыгрывали главный трофей турнира – путевки в Москву. Бескомпромиссная борьба в каждом матче, но удачливее и сильнее оказались ученики 4-й школы и ребята из Усть-Усы. 2 эти замечательные команды будут на равных правах, поедут в это замечательное путешествие в Москву на арену открытия и будут смотреть, я надеюсь, интересный матч с участием команды «Спартак». В столицу страны ребята добирались на поезде из корабля сразу на бал – выставочный комплекс ВДНХ. В павильоне «Нефть», который оснащен при поддержке компании «Лукойл», школьники увидели процесс добычи черного золота, его транспортировки и переработки. Впечатлила капсула будущего, где ребята узнали о стратегических планах развития нефтяной отрасли. Больше всего мне запомнился аппарат «Капсула времени». А что там было, расскажи. Там рассказывали о добыче нефти, я все запомнил. В тот же день юные северяне посетили домашний матч футбольного «Спартака» против воронежского «Факела». На трибунах они вместе с другими болельщиками красно-белых поддерживают легендарную команду. Атмосфера незабываемая, признаются ребята. Личное присутствие на открытии арены – это максимальное погружение. Эмоции бьют через край. Победа «Спартака» 3-2. Школьники еще долго обсуждают опасные моменты, спорят и уже настраиваются на победу в следующем сезоне Усинской футбольной лиги. Хочу выразить огромную благодарность «Лукойлу», администрации Усинска, тренеру и болельщикам, которые в нас верили. Мне очень понравился матч «Спартака» с «Факелом». В этом матче я увидел очень много фишек профессионального футболиста Промиса, которые я буду использовать на поле. Частный музей ретро-автомобилей и техники считается одним из лучших в России. Ребята делают памятные фото и с большим интересом рассматривают каждый экспонат. Затем экскурсия на 89-й этаж башни Федерация. С высоты птичьего полета столица страны словно на ладони. Парк Зарядье, Красная площадь и, как вишенка на торте, гонки на картах. Несомненно, московские каникулы запомнятся северянам надолго. По пути домой школьники рассказывали, что будут тренироваться с максимальным упорством, чтобы в следующем сезоне вновь победить в Усинской футбольной лиге. В благотворительном проекте «Лукойл Коми», который реализуется при поддержке муниципальной администрации. Алексей Корчма, телеканал Юрган.